Данир, вот ты все-таки начинал, получается, свою эстрадную деятельность под руководством самого Салавата? Да. А вот он никогда не говорил: Данир, меня не пародируй, не смей. Нет, Не было такого? нет. Он единственный артист, наверное. Вот многие артисты хотят, чтобы их хвалили, с хорошей точки зрения говорили. А он всегда говорит: Данир, наоборот, ставь меня в плохое положение, ругай меня, потому что только хвалить это неинтересно. Поэтому... И он первым предложил начать мне сольную карьеру. То есть, говорит, найди себя, это новая отрасль, тягай свою тележку. И сянмисыз, дуслар, вы смотрите новогодний выпуск программы «Секреты татарской кухни». И сегодня у меня в гостях специальный гость. Ведущий программы Жумга Кише, популярный артист татарской эстрады, эксклюзивный гость Данир Сабиров. Салям! Ассаламу алейкум, Руслан! Малейкум ассалам, Данир! Пожалуйста, это тебе вот мои небольшие подарочки. Эксклюзивный автограф, белям, плакат. Да. Рахмет. И диск. Бигзур Рахмет. Большое Это мой спасибо. первый сольный концерт, ну, единственный, который был пока. И твой первый сольный пиджак. Да, и мой первый сольный пиджак. Спасибо большое, Бигзур Рахмет. Пожалуйста. Ну, а это что такое-то у тебя? Курмисин, что ли? Шабата! Лапти на Новый год? Да, специально для тебя. Я хочу, чтобы эти лапти приносили только удачу и хороших людей в эту студию. А где ты их взял? Спасибо. Да нет. Честно говоря, мне это подарили. Очень интересный случай. Когда мы ехали на гастроли в Челны, в общем, остановились в придорожном кафе. И, очень вот приятное воспоминание. Нас там угостили, и хозяин вот этого кафе, так скажем, Тальгатовый, мне подарил эти лапти. Я ему вчера позвонил, я говорю: можно я подарю вот эксклюзивный подарок? Он говорит: конечно, я тебе еще подарю. Только про меня скажи. Говорит, так что это от Тальгатовой и от меня. Тальгатовый, вам привет. Большое спасибо. Бигзур Рахмет. Данир Сабиров – оригинальный артист татарской эстрады, ведущий программы телеканала ТНВ «Жумга Кишесе». Родился в Азнакаево, учился в музыкальной школе по классу баяна, занимался национальной борьбой киряш, чемпион Татарстана среди юниоров в легком весе. Окончил университет культуры и искусств по специальности актер татарской эстрады в классе Салавата Фатхетдинова. В 2012 году вышел первый сольный альбом артиста «Жерлеби Юле. Юмористик Тамаша». Новый год, Янгаял, надо эксклюзивное блюдо приготовить. Старайся. Вот эксклюзивный кишкинагана котлама будем готовить. Это маленькие рулетики, да, Да, получается, в маленькие русском? рулетики, да. Ну, ты лучше знаешь. Маленькие мясные рулетики. Маленькие мясные рулетики. Начинаем. Для начала, Руслан, надо мясо. Позовите, то есть телятина. Да, отборная телятина. Отборная телятина. Мы порезали на красивые квадратные кусочки. Ага, капитально отобрали, очень хорошо. В общем, для начала надо отбить это мясо. Так, Отбивать. дай я попробую первый кусочек, Давайте, пожалуйста. давайте, хорошенечко. Давай, бисмиллях рахманиррахим, поехали. Хорошенько. Я хорошенько держу. Оп, нет, мясо отбиваем, не мой палец. Нет, давай ты сам Давай, лучше ага. делай, я что-то другое. Я не знаю, что нам сделать? Еще надо сыр натереть. Все, Давай. вот это мне. Давай. Хорошо. Ага, все хорошо. Да Я буду нет, ты отбивать. вот как на кухне, ты вообще часто бываешь, нет? На кухне очень часто. В год 2 раза. Заходишь и выходишь? Нет, один Новый год и следующий Новый год. Ну, то есть вообще дома практически не готовишь? Ну, бывает, готовлю иногда яичницу, когда успеваю. Сейчас времени нет, просто гастроли всегда. Поэтому Ну, а кто дома готовит тогда у тебя? дома готовят большинство тещи. Теща? Ты с тещей живешь? Да, с тещей живет. Сочувствую, сянник савлык синга, как говорится. Нет, она же меня не видит, поэтому... Именно поэтому он живет с тещей. Молодец, Данин, молодец. Слушай, ну вот, мне кажется, ты всех звезд эстрады пародируешь, а тещу как можно спародировать? Есть вот такой, вот теща, твоя теща, ну-ка попробуй-ка. Ну, у нее Юратхан слово, например, у тещи. Любимое слово, да? Да, любимое. Как заходит, обязательно вот через пока. Уфулям, устал. Сама ничего не делала, уже устала. Да. Ну, с работы возвращается, уфулям, устал. Ну, если на меня... Это означает, Данир, иди сам все сделай, да? Да. Данир, а образование ты где получил? В университете культуры и искусств. На каком факультете? Ой, знаешь, Руслан, у меня все Экономический? Я вообще... Нет. Я поступал на хореографический факультет, на танцы. Там полгода проучился, а потом перевелся в факультет актеров татарской эстрады. Там у нас профессор, народный артист Республики Татарстан Салават Фатхудинов. Вот. То есть ты учился у самого Салавата Фатхетдинова? Да, учился у самого Салавата Фатхудинова. Как солидно звучит. Да. А подожди, а женился когда-то? Женился, когда был мальчиком. В
3 года? Нет, в 2008 году. 4 года назад. Ну, можно сказать, уже 5. Ну, я поздравляю, у тебя уже и растет маленькая дочка уже, да? Да-да-да, я вот живу с 4 женщинами. Как с 4? Ну, это дочка, мама дочки жена, мама жены теща и мама тещи, так скажем, бабушка. Прабабушка. Квартаби. 25-го года рождения, 2013 исполнится 88, Аллах бирса. Дай бог. Да. Но как ты с ними справляешься? Ну, все очень хорошо, я их называю матрешками, потому что из друг друга вышли же. Ну да. Иногда охота собрать вот всех, вот только бабушку оставить, потому что бабушка, она не знает, ну, там, всегда только с хорошими пожеланиями относится ко мне. Ну, со всеми у меня свое дело, как бы с дочкой играем, с женой живем. С тещей, теща ухаживает за нами, когда мы на гастролях, смотрит за ребенком. Помогает. Да, а бабушка, когда вот этот хороший процесс идет, все нормально, драукой. То есть считает молитвы? Да, считает молитвы. Аллах Шикар говорит все. Вот он, Данир Сабиров. Вот такой Киев, Данир Сабиров, да. Человек, который живет сразу с 4 милыми женщинами. Молодец, и самое главное, справляется. Ну, Руслан, переходим к самому интересному. Сейчас будем заворачивать. Для этого нам надо чернослив и вот тертый сыр. Тертый сыр и шпажки. Шпажки, вот такие шпажкалы. Ага. Шпажечки, шпаги. Хорошие шпаги, Мы будем да. закалывать ими, кстати, наши рулетики. Так, чернослив Очень давай я интересно. разрежу пополам. Данир, вот ты все-таки начинал, получается, свою эстрадную деятельность под руководством самого Салавата? Да. А вот он никогда не говорил: Данир, меня не пародируй, не смей. Нет. Он единственный артист, наверное. Вот многие артисты хотят, чтобы их хвалили, с хорошей точки зрения говорили. А он всегда говорит: Данир, наоборот, ставь меня в плохое положение, ругай меня, потому что только хвалить это неинтересно. Поэтому... И он первым предложил начать мне сольную карьеру. То есть, говорит, найди себя, это новая отрасль, тягай свою тележку. Данир, а давай сейчас все-таки у нас новогодняя программа. Ты в образе Салавата поздравишь с Новым годом наших телезрителей. Ага. Ну, Салават тобой он всегда отличается оригинальностью. Он просто так, я думаю, он бы поздравил, если он поздравлял, если был в настроении, он сказал бы так: Хурмат туганнар, дуссар. Друзья, я желаю, значит, в новом году, чтобы дома не было больных, в тюрьме родных и среди друзей гнилых. Ömrüm şulay uzar mı gelsin güne kütüp Yalğızım üstel yanında katlamalar peşerim. Салават, вот как дело. Браво, Бекзор Ахмед. Теперь заворачиваем, Руслан, берем по одному черносливу. Так, сыр. Да, обязательно сыр. Сыр можно побольше. Побольше, хорошо. Я Ты лучше знаешь. люблю сыр. Ага. Так, ага. Так, это специально для тебя этот. Блюдо, эксклюзив. Так. И заворачиваем. В общем, заворачиваем. Очень сложное блюдо выбрал Данир, но я думаю, очень вкусное ловишься. Вот. И закрепляем. Шпажкой. Шпажкой. Калаш блян. Калаш блян, да, в переводе на удмуртский. Так. Ну вот примерно так. Можно я посмотрю? Вот, есть номер 1. Есть. Но в том же духе продолжим. Поехали. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас прекрасную пародию нам показал, но ведь я знаю, ты еще и поешь, и танцуешь. Вот как проходят твои концерты вообще? Все концерты проходят под лозунгом, как моя программа, «Жарлы, бьюли, юмористик тамаша». То есть и песни, и танцы, и юмор, все совмещено. Но еще есть у меня и лирика. То есть люди должны не только смеяться, но и задумываться. Поэтому у меня вот... Есть лирические моменты такие, и да? лирические моменты. Ну а кроме тебя, вот, например, в твоем сольном концерте какие еще артисты выступают? Приглашаю я, конечно же, нашего легендарного артиста, я его и пародирую, Ферзара Муртазина, легендарный композитор, который делал переворот в 90-х годах в татарской эстраде. Вот. Ну, подожди, сразу мне хочется, просто я слышал, как ты поешь песни Ферзара Муртазина, ну, лично для меня, по моей просьбе, какой-нибудь кусочек. Бригне минут
Aşka varsın da önütte kilali yanıma Yağımlı qarashım qiyğaş oyqarasın Sağıştan ərinigen canıma Yağımlı qarashım qiyğaş oyqarasın Sağıştan ərinigen canıma А вот и поздравление от Ферзяра Муртазина. Рахмет, молодец, молодец. Да нет, ты не отвлекайся, понимаешь, жерлысинг да бейсинг, надо готовить блюда, это самое главное. Но вот, например, когда татарские женщины готовят, они всегда вот что-то поют. Ты слышал, вот что-нибудь какая-нибудь звезда пела, да? Вот видел хоть раз, чтобы какая-нибудь татарская звезда пела и готовила? Ну, не знаю, я вот, в представлениях, например, если бы Альфина Асхамова готовила бы, такая, скажем, Например? а-ля индийская певица, татаро-индийская, так она бы... Бәхетеміне көп сынды да, ұралады тәнеге ұрамда қалды бейрәніш башқына. Ұрамда қалды сары көз көңілді қора бұран болды олып қой рахмет Рахмет Альфияпа, Рахмет Лушканович. Даже Альфинапа сегодня на студии нам помогает готовить супер шпажки с Даниером Сабировым. Вы по-прежнему смотрите новогодний выпуск кулинарного шоу «Секреты татарской кухни», и Даниир Сабиров продолжает готовить чудо-блюдо с вами. Да. Кішкенегена котлама. Что мы делаем с ними сейчас? Сейчас надо Руслана обжарить. Давай ты займись этим, а я буду делать гарнир. То есть у нас будет мясо и гарнир. Гарнир обязательно. Витамины, овощи. Сегодня будем Картошечка? готовить. Да, картошечка. Самое главное. Так, на подсолнечном масле, наверное, да? Конечно, конечно. Кымбалыш майында. Балыш майында. Да. Как бы сказал, например, Салават эту фразу? Кымбалыш майында. Так, вот так я все делаю это. Данир, скажи, пожалуйста, а вот секрет написания вот твоих пародий, песен, у тебя есть какие-то авторы или ты сам пишешь? В основном сам Руслан, но помогает мне очень хорошо тетя Миляуша. Потом я всегда советуюсь с учителями, которые мне преподавали в университете. Института, да? Да, Университета. Ильсяра Ильдусовна, вот, которая мне преподавала сцены речи. Она мне вот пишет и тексты на песни. Ну и, конечно, вот эти лирические моменты на концерте мы с ней продумываем. Также вот я рассказываю очень хороший монолог, такой серьезный. Это мне предложил Ферзяр Муртазин. А написал, вот даже молодежь в интернете спрашивает, кто написал, Накиб Галимов, челнинский, очень хороший. А о чем монолог вот этот? Ну, давайте, я на татарском скажу, только начало только. Үш күн гомерем калган дигән хәбәр. Килсә әгәр кинәт Худайдан, нишләр идем дип сорадым мин, ак сакаллы зирәк бабайлар. То есть, вот, что бы ты делал? Да, если бы осталось последние 3 дня. Да. Так, Данир, у меня правильно получается? Ты посмотри, пожалуйста. Как шеф-повар. Да, все правильно. Сейчас Хорошо. шпажки сейчас пожарю здесь. Данир, скажи, пожалуйста, а вот твое умение делать пародию, оно как-то в жизни помогает тебе? В семье помогает. В семье? Когда иногда с тещей вот бывают конфликты, она очень любит тоже известного татарского певца Навкат Нигматуллин. Ну, такой он Я знаю, более такой. лирический певец такой. Ну, Навкат Нигматуллин, он вот поет так вот, как будто каждую песню вот поет последний раз в жизни. И я вот, если с тещей что-нибудь случается, я сразу, ну, как Навкат подхожу, Али, нәрсә кирәк сиңа? Успокойся. И все, все нормально, да, она смеется, очень выручает. А жена мне любит Айдара Галимова. У нас везде постер Айдара Галимова. Везде? Да. То есть твой постер, а сверху постер Айдара Галимова. Моего вообще нет, только Айдар Галимов. Вот. И если что-нибудь с женой, какой-то конфликт или сердится она на меня, я сразу мотором, нарза керексина, жаным, аяшым, коптан тугала була, гитканайден, бахар гала буша. И жена чувствует, что она с Айдаром и успокаивается. Да, все хорошо. То есть, они, ну, интересно, вот, они разного стиля, так скажем. Вот они, Айдар Галимов и Навкат Нигматуллин пели легендарную песню Рима Хасамова «Кышкы романс». То есть все татары знают эту песню, легендарная Зимний песня. романс. Да, «Зимний романс». Айдар, например, он поет как-то вот жизненно такая «Ахата, Таша, ахата, яраса, парасулара». Как-то вот жизнь добавляет там. «Шолдар, инде, язна, а Навкат он Акты ташып, акты ярсы, карсулары, все умрем, конец света. Не, может, он такой татарский шансон у него получается? Ну да, ну и вот из-за этого и любят его. И Айдар, у каждого свой стиль.
Итак, Руслан, эти прожаренные кусочки можно убрать на противень. Так, противень я приготовил. Вот. Ну Так. и нежаренные кусочки надо прожарить. А мне нужны кабачки. Так. Кабачки у нас используются молодые, поэтому я предлагаю их не чистить и прям вот в таком виде обжаривать будем. Договорились? Ага. Это такой маленький совет от меня. Молодых не чистят, да? Данир, расскажи, пожалуйста, вот у тебя кумиры есть какие-то? В татарской эстраде или вообще вот среди артистов театра, кино? Вот на которых ты смотришь, и вот я хочу, как они, там, у кого ты брал пример. Ну, кумир, так скажем, Максим Галкин. Он и пародирует, и интеллигентный, и может юмор, ну, разносторонний. Ургант. Но мне кажется, Салатовый, Айдаровый, ну, многие чем-то... не, ну мне кажется, если вот говорить именно о пародии, то Ургант, он просто вот профессиональный конферансье, который умеет пошутить, а вот Галкин, он как раз и артист пародий. Да, ну и конференц тоже. Ну, ты знаешь, сегодня пришло нам письмо в редакцию нашей программы, и позволь, я прочитаю. Уважаемый Данир Сабиров, а нет, я переверну. Пожалуйста, покажите нам Олега Газманова. Очень хотели посмотреть, ни разу не видели. Над морскою тишиною, над крутою, над волной две вечерние звезды, две дороги, две судьбы. И одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому снова в порт меня зовет. А он еще так танцует. Да. Оп! Да. Оп! Прыгнул он, но не получится, нет. А ты, кстати, вот собираешься здесь прыгать. Я знаю, у тебя есть замечательное то ли это хобби, то ли мастерство. Вот расскажи, как спорт и Данир Сабиров нашли друг друга? Кто не знает, дорогие друзья, Данир Сабиров чемпион Татарстана по национальной борьбе кюреш. Да. Это отдельных аплодисментов достоин. Ой, ну в детстве, после школы, вот, например, со школы я шел всегда в музыкальную школу, на класс баяна, после баяна. И сразу у нас на втором этаже у нас в музыкальной школе баян, на первом этаже танцы, то есть я спускался на танцы, а потом сразу у нас рядом располагался дом физкультуры, я барайдам дом физкультуры как крашерга. Что в переводе занимался борьбой в спортзале у физрука. У тренера. Не знаешь, Тренер это по-русски, татарша физрук, понимаешь? А сейчас крэш, не занимаешься, наверное, же, да? Крэш, нет, сейчас занимаюсь фитнесом. Ну, это так модно говорить, да? Да, модно и нужно. Обжаренные наши рулетики ждут своей дальнейшей судьбы. Так, надо добавить воду, поперчить, посолить и поставить в духовку. Так, хорошо. Я это все буду делать, ты что будешь делать? Я буду резать баклажан. Дай мне баклажан, отлично. Все, Так, вот. держи, добавляю воду. Данир, тебя все знают не только как известного пародиста, но и ведущего программы «Джимгакище». Вот как ты попал на телевидение, на эту программу? Ну, меня заметила, большое спасибо ей, Милюша Лябибовна. Она пригласила меня, и меня многие телезрители, не телезрители, а зрители просто узнают именно по этой программе. Ну а что это за программа, вот для тех, кто ее ни разу не видел? Расскажи, пожалуйста. Ну, это концерт, скажем, обычный концерт, где я веду с Алией, соведущей моя Алия. Выступают разные артисты татарской эстрады. И съемка сразу же, и сидят зрители. Все и телевизионно, и конкретно серьезно. Итак, Данир, пожалуйста, помоги мне, давай отправим наши рулетики в духовку. Я думаю, сколько? Минут 30-40 достаточно? Достаточно. Я не знаю сколько. Надо смотреть. Посмотрим, да, Да, посмотрим. посмотрим. Давай отправляем в духовочку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Уже вкусно пахнет. Уже вкусно. Кишкинак ламалар с тушеными овощами. Мясо нарезали ломтиками, отбили, посыпали солью, перцем. В середину уложили тертый сыр и чернослив. Кусочки завернули трубочкой и скололи зубочисткой. Обжарили с двух сторон на сильном огне до румяной корочки, выложили в форму для запекания, добавили немного горячей воды и тушили до готовности. А мы продолжаем готовить наш гарнир из специальных овощей. Здесь у нас баклажан, кабачок, картофель. Также мы заранее уже приготовили лук. Ну и последний ингредиент будет морковь. Ага. Держи. Данир, ты знаешь, недавно в интернете было специальное голосование. Гости портала выбирали лучшую твою пародию. Ты знаешь, какая пародия победила?
Пародия на Мумий-тролль, понимаешь? Твоя пародия на Мумий-тролль заняла первое место, обошла даже Салавата и Айдара Галимова. Я никогда его не показывал. Но сегодня в новогоднем выпуске прошу. Эксклюзив Данир Сабиров, группа Мумий-тролль. Ну, эта группа мне очень нравилась. Они же еще и на Евровидении выступали, когда-то помню. Такой, ловец, открываешь глаза, зубы, выдерживают шакастры губы. А духи бусы здорово, великолепно. Продолжаем, Руслан, давай, передавай, что там. Группа Мумий-тролль поздравила вас с Новым годом, уважаемые друзья. Итак, мы приступаем к обжарке наших овощей. Вот у нас специальный казан. Что первое у нас? Первый лук. Лук. Обязательно Так, лук, масло. добавляем май. Да, добавляем. Май кубусы. Кудбагашбай. Да, я всегда, кстати, буду говорить сейчас. Так, сначала обжарим лук. Данир, я знаю, что ты многогранный человек, не только пародируешь лирические какие-то произведения, исполняешь, но и поешь вот свои какие-то песни личные. Многие любят, у меня песня называется «Улем». Перевод. Умру. Трава. Ну да, или умру, да. Ой, улям. Ну, это на татарском звучит как бы. Очень интересная песня. Но это песня, которую я буду исполнять только на новом сезоне. В 2013 году. В 2013 году, да. Но у меня с октября начнется сезон этот. А так, если спрашивают, я под баян только пою. Ну вот, скажем, припевчик только спою. Ой, улем, нишлядың соң сен еркем, курра жиләгет пеше, йөрәк сине көтә. Ой, улем, нишлядың соң сен еркем, курра жиләгет пеше, йөрәк сине көтә. Данир Сабиров сегодня в нашем эксклюзивном новогоднем выпуске. Ну что ж, Данир, закладываем мы все наши овощи и тщательно их обжариваем до степени готовности. Итак, Руслан, закрываем овощи крышкой и тушим. Да, мы туда добавили еще немного воды, чтобы блюдо приготовилось быстрее. Тушеные овощи. Для гарнира нарезали кубиками овощи, картофель, кабачки, баклажаны, морковь, лук. В казане на растительном масле сначала обжарили лук, добавили остальные ингредиенты, специи, залили 1 стаканом теплой воды и тушили под крышкой до готовности. Итак, дорогие телезрители, наш новогодний стол практически готов. Вот наше основное блюдо. Рулетики новогодние. Мясные, замечательные, исключительные рулетики. Позволь, я вот сразу по-дружески 2 тебе. Ага. 3 надо, у татаров 3. 3? Я себе 3 положу, ладно, спасибо. Спасибо. Ну и сейчас проверим, Данир, как наш гарнир. О, да. Овощной ботка был дайындым. Яшельша ботқасы. Позволит тебе, мой друг, тебе новогоднюю порцию такую. Но зато здесь здоровая и полезная пища. Да. Очень Итак, полезная. Сейчас многие тоже практически вот уже думают, что же приготовить на Новый год. Я думаю, в принципе, это блюдо тоже оригинальным и всегда украсит любой стол. Да. Ну что ж, Аушиси Келяме. Кстати, я заметил, как преобразился Данир. Вот что значит артист, да? Взял с собой специальный костюм сценический. Да. Молодец. Ну что, попробуем? Бисмилляй тапков корыбизм. Давай. Что получилось у нас? Айдар Галимов пробует. Петрушка хорошо. Петрушка забегает в лам. Я вяжу. Мне нравится, не знаю, как тебе. Я обычно говорю абау. Очень вкусно, на самом деле. Просто ой, улям. Нишлядың соң сен еркем. Замечательное сочетание внутри сыра и чернослив такой вот какой-то аромат придает. Да, согласен? на самом деле. И специй много, как я люблю. Да, я покушаю, не мешай, пожалуйста. Данир, я хочу сказать тебе большое спасибо за это блюдо. Во-первых, оригинально, никто такой в нашей программе еще не готовил. С мяса такой к новогоднему столу. Вот, биш балсинга, молодец. Бекзыр Ахмед. Камиле, Дустар, поверьте, очень вкусно. Ну и я думаю, актуально будет поздравить всех жителей республики и вообще всех, кто смотрит канал ТНВ с новым наступающим 2013 годом. Спасибо. Ну, давай все просто сделаем. Я люблю простоту, и поэтому, как поздравление, спою припев своей финальной песни на концерте. Гомер язып бер килә, кадерен белик кенә, яшигәле дөньяларда сөеп сөенеп кенә,
Гымыр язып бір келі, қадіріні біліккені. Яшигәлі Татарстанда сөйіп кенә. Уважаемые телезрители, кадерный дуслар, от всей души, от всей редакции программы «Секреты татарской кухни» я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Берегите друг друга и готовьте вместе с нами. С Новым годом! Яңа ел белән! Яңа ел белән, дуслар! Данир Сабиров и я, Руслан Шарапудинов, поздравляем вас!